Маршал Дышик, здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя», в студии Селима Батаева, и в начале выпуска коротко о главных новостях. Грозный снова ждут большие стройки. Глава республики провел инспекцию по городу. Ему рассказали о грядущих переменах. Развитие сельского хозяйства обсуждали на этой неделе в Грозном. Чеченскую республику с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Во время санкционных нападок нам нужна импортозамещение, поэтому ваша поддержка, ваши советы нам всегда будут нужны. День, когда республика зажила новой жизнью. 16 апреля, день отмены КТО. Мы ходили по подвалам, было очень трудно. Тут уже даже и вспомнить, и говорить очень трудно. 9 семей встретят праздник Ид-аль-Фитр в новых домах. Такой щедрый подарок им сделал фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах. Дядя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдулаев. Дальше силадул Коран шуайр мархи бухтбиш мехтадал бог. Я айюлладина аману ха иман дилна шайдал савинаш Мухаммад пайгамбар баквиндаш. Дал фериздин мархи бутқабар тадиллиршун шул халхил дол qamnishin имах тадилларахтер. لعلكم تتقون شو ديل خيرش خلي ترحم مارخ خلو اشدغ ودون الچ اوغور كورتل اشدغ مارخ خ ويديل خير ريقاش دردو وزي سيلا وشدال سن خير شارخ دولوي ديل خير بو كودون الچ بقي علمنا خدي ما عندك نتسن اوغور حلخر دك حيقول نقي وشقوب وشولش ديل دال تون سيدر دون شولو دغ دال تو هاندل دوز نشلر دردون قوزلو دغ دال دلدغ كزيك دلحتون خمبر دون ديوزلو دغ دنيا شو دقل غر كيچن بردون الله وزي سيلا وشدال اسدي هم كيچن بين شارخ دويلوي وزي سيلا وشدال شاويزر دك چو دليلوين شي ال شويزر دك چو دليلوين و شي ديزر دك چو دليلوين دال شاريز و سما يقح دويلوين سنген داخلوين. По завершению проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. Глава Чеченской республики вместе с вице-премьером правительства, министром сельского хозяйства Ибрагимом Закриевым и мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым провели инспекцию по столице региона. Градоначальник рассказал о планах по дальнейшему развитию города. В свою очередь Рамзан Хаджи Кадыров отметил, что для жителей создаются комфортные условия, а регион стал инвестиционно привлекательным. Конец года уже шеф Наболин Бон был, он предоставит что дорожная карта предоставит. Результат хрю, Ахмата урил чухайл ца 9-этажный халлер дом дари аварийной даркой. Из-за переселит муслимицы был Наболин он по программе еще переселит вирбу, а когда инвестор се бартмена Амалар и Кадыров со стороны из-за реконструкции первое его хок и дружба народа и хок висаитовский хок нет а больше улица это диасия домашнего дошишь правительство и Малар мечахиру массу и площадь а каждый хомше мечахиру посадки это на мило дом мило структур мило фасад оширду İşte gorg demaş darksa xazdo alagaytan tawt ürtelo twaxaluş üş isan dünyan ço ugar xaz demaş da çöf üş haja tani yuqor dagayt geçtin demaşton tani orxaz naş basat kşö çon из шабеге бог кич махилла нахом предоставит бирбу. Также глава республики проинспектировал ход работы в Висаитовском районе. Там готовятся к масштабным преобразованиям. Освобождаются участки из категории самозахвата, сносятся ветхие дома, жители которых получили новое современное жилье.
براكش بشوين ده حق شرمت حسن يشو كده يو لاتش самозахват юду خيرش ليش ده не шумшош да حقيش что лабулина. На этой территории планируется возвести комплекс правительственных зданий, благоустроить участки и построить новую дорогу. Рамзан Хаджи Кадыров поручил ускорить работу. Полностью интернет до конца до правительства, до не волит, до печат качества. Ошейк ведь санни до лаят, незаконно халят, до я бог пьешь лаят, кого до не чёрт будешь, букел правительства и парламент еще, нацига до бросил кай еще даст до. И харметку полностью до конца этого года, на следующий год война, ока было даться квартал, война, чу аравал руч, халду даст. Сюда брат сват, сагер, так вот, сават, сакат, на вот гегер, валхад для нужд город лайб. Чеченскую республику с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он встретился с главой региона Рамзаном Хаджи Кадыровым. Стороны обсудили вопросы развития сельского хозяйства и ход посевной кампании. Федеральный министр отметил высокие темпы ярового сева, которые превышают прошлогодние показатели. Нам очень важно развитие на сегодняшний день сельского хозяйства. Это во все времена было так, во время санкционных нападок, нам нужна импортзамещение, поэтому ваша поддержка, ваши советы нам всегда будут нужны. Поэтому спасибо, что вы нашли время, приехали, как и обещали, в республику. Я удовлетворен тем, что я увидел, сельское хозяйство развивается. Мы посмотрели объекты, связанные с мелиорацией. Планы, которые вы строите, и абсолютно обоснованно строите, они обнадеживают. Увеличение урожайности, увеличение показателей по производству пищевой перерабатывающей промышленности, по животноводству. Я думаю, что с учетом вашей поддержки, с учетом того, что и федеральный центр поддерживает, с учетом того, что ресурсы направляются, мы сможем добиться тех результатов, которые мы с вами совместно запланировали. Также Патрушев ознакомился с работой сельхозпредприятий региона. Он оценил ход реконструкции Аргунского гидроузла, а также реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». А перед отлетом посетил могилу первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Чеченской молодежи разъясняют причины и детали проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, в актовом зале Грозненского нефтяного университета прошла встреча со студентами. С ними пообщались правозащитники, эксперты и богословы. Они рассказали, что творили все эти годы националисты и бандеровцы над русскоязычным населением. Сюжет Шамила Эрсанбиева. Заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Сайдмагомед Баширов разъясняет студентам, в чем заключается смысл понятий демилитаризация и денацификация. По его словам, украинский народ буквально терроризировали все эти годы. А специальная операция, которую проводит Россия, призвана не только спасти этих людей, но и не допустить агрессию в сторону нашей страны. Вот представьте себе такую картину. Вы приходите в класс, учитель вас учит тому, чтобы убивать какие-то народы других стран, вредить экономике того или иного народа, другой страны, совершать какие-то террористические акты насилия, провокаций и так далее. Как вы себе это можете представить, да, чтобы такое происходило в нашем обществе? Конечно, в нашем обществе такое недопустимо. А в Украине такое происходило в течение последних 30 лет с момента развала Советского Союза. Уполномоченный по правам человека Мансур Салтаев сам лишь на днях вернулся с зоны проведения спецоперации. Еле сдерживая эмоции, он рассказывает о маленьком мальчике, который с мамой попал под обстрел украинских силовиков и остался без ноги. И о его единственной просьбе – похоронить маму, которая погибла в тот день. И таких случаев, по его словам, тысячи. Мы оттуда вернулись с огромными ранами на сердце. Та боль, которая сейчас, те страдания, которые сейчас проходит украинский народ, также народ ЛНР, ДНР, это то, что, наверное, пережили мы когда-то.
во время, когда Чеченскую республику наводнили террористы, и мы помним те страшные времена, точно так же действует украинская армия. Они загоняют танки в частные кварталы, где население окружает это население, не выпускают его, начинают стрелять по нашей армии. Также загоняют мирное население в подвалы, закрывают сверху. Мирное население Мариуполя не выпускалось, не давали коридоры, расстреливали их. И очень много было детей, у меня есть видеоматериалы, у меня есть фотографии. До сих пор я на связи с травматологическим отделением Донецка, где поступают до сих пор дети с Мариуполя, где пулевые ранения в спину детям. Богослов Аслан Абдулаев приводит аналогию с событиями, происходившими в Чеченской республике в конце 90-х. Народ был на грани, кражи людей, убийства, но благодаря своевременным решениям Ахмата Хаджи Кадырова это удалось прекратить. ويموخ ويتعنا كوسموس داخلنا убежище ихна политическое убежище ихна аштат ам окчуаде окчуа шевора де дулдаха кучаба бин вора де кучаи ина ويموخ больш ويمقطع عشنا بو идо заграни цезаба политическое убежище ихна политическое убежище лостагана вогча цавогча бождо камелла цан адилшту ера ويموخ бу يرموح لربر ملوح أبو لربر وماك عدو سي لردر وماك عدو تي لردر وماك عدو دين لردر إذا فرز دو أخشو عمل ورشونا وماك عمل ويرشونا دين سي داخل لردر إذا فرز دو إقوهم لردش أرى والله كحيو شوستر إذا تحلق تعشيقو لزغازة في عمل. Грозненский нефтяной университет не остается в стороне от событий. Сотрудники и студенты вуза принимают участие в акциях по отправке материальной помощи пострадавшим. А преподаватели предложили еще раз отправить часть зарплаты на помощь детям. Шамиль Арсанбиев, Имран Абазаев и Аслан Висхаев. Неделя. Очередная гуманитарная помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова для бойцов из Чеченской республики и жителей города Мариуполя отправляется в виде 4 груженных грузовиков. В них 1000 упаковок с медицинскими принадлежностями и препаратами, антибиотики, антисептики, перчатки, бинты, растворы и обезболивающие таблетки. Из продуктов 1000 кур, колбаса высшего сорта и хлеб, 300 килограмм лука и десятки упаковок лапши и консервов. 2 машины – это продукты питания, колбаса, мясо, там курица, ну, в общем, там лук, все, что туда, в общем, соответствует, да, как я раньше сказал, да, то есть максимально приближенно. Это для наших бойцов. Такая же колонна с гуманитарной помощью в виде медикаментов и продуктов прибыла на Новоазовск. Люди также получат детскую одежду. Акция в поддержку спецоперации прошла и в мемориальном комплексе «Аллея славы» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Участие в ней приняли представители общественных и молодежных организаций, а также ветераны боевых действий. Они поблагодарили главу Чеченской республики за поддержку военнослужащим и мирным жителям ДНР и ЛНР. Как мы знаем, и НАТО продвигается к границам Российской Федерации, а если еще и дальше продвинулись бы, стал бы вопрос, быть или не быть Российской Федерацией, быть или не быть народом России. Именно с целью предотвратить дальнейшее развитие этого конфликта, предотвратить перемещение этого конфликта уже внутри, на территории Российской Федерации, руководством Российской Федерации принято решение о проведении специальной военной операции. Такие мероприятия важны тем, что молодежь, у нее очень много вопросов бывает, это и понятно, поэтому вот такие мероприятия несут в себе еще информационный характер, то есть еще такой характер, чтобы человек мог задать вопрос тем же ветеранам, которые здесь присутствовали, спросить, потому что здесь присутствовали ветераны Афганистана, ветераны других локальных войск, то есть есть огромный опыт, то есть старшее поколение может подсказать, сказать или дополнить какую-то ту информацию, которая у него есть.
16 апреля 2009 года в Чеченской Республике отменили режим КТО. Историческое решение стало результатом многолетнего труда команды Ахмата Хаджи Кадырова. С тех пор, как с региона были сняты все ограничения, началось его стремительное развитие. Сюжет Седы Хасиевой. Еще с древних времен голубь – символ мира, символ борьбы против насилия, тревог и слез. С этим боролся чеченский народ долгие 10 лет. Именно столько действовал режим контртеррористической операции на территории республики. О своих воспоминаниях того времени рассказывает Зима Лалаева. Мы ходили по подвалам, было очень трудно. Тут уже даже и вспомнить, и говорить очень трудно. Обстреливали прям от и до, все. Мы по подвалам целые 2-3 месяца, потом выходили, опять война была. Азеза Кавраева, сравнивая те времена с нынешними, благодарит Рамзана Хаджи Кадырова за грамотное руководство регионом. Именно благодаря этому, по ее словам, Чеченская Республика – один из самых процветающих субъектов страны. О, эрдоула, чудоула, хазвайнта и наметкш, паргатту, чу эрвалищу, беришна мял уешук, больниц, школа, уештолхума, массохума, дешту. О дне, когда на чеченскую землю придет долгожданный мир, мечтал первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Он посвятил свою жизнь, стремясь к объединению народа. Наконец, 16 апреля 2009 года прошло экстренное совещание правительства, где было принято решение об отмене контртеррористической операции. День отмены КТО угорвай халханьер из Масанар Хушу и главану Рамзан Ахматовичу цуэйцун команду ده دعلاقنا إشتو سو بق إحتو بناوي ناقنا برختو يعقن حين سوين خز ماجدك شتناوين غال متيناوين ديك وين على الله بعرتي وتدعش حاش قشتك فدل كل حالين غالن شوي كل يقدوي. Мы молодое поколение, учимся, в дальнейшем будем работать, развиваться, в общем, делать все на благо республики, чтобы мир процветал и чтобы у нас все было хорошо. Сейчас Чеченская Республика развивается семимильными шагами. По всему региону строительный бум. Возводятся важные социальные объекты. Это школы, больницы, детские сады и мечети. А дороги официально считаются одними из лучших в стране. Седа Хасиева, Арбит Чакаев, Ислам Алисултанов. Неделя. В Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации прошло мероприятие в честь дня отмены КТО. Здесь вспоминали бойцов, которые во главе с Ахматом Хаджи Кадыровым отдали свои жизни во имя мира на чеченской земле. Я помню, как учителя полиэтиленом забивали окна школ, чтобы детишки могли учиться. Я видела, как строители из пепла возрождали снова здание. Я видела, как гибли наши ребята, милиционеры. Среди них был и мой брат, майор милиции Газиев Ильяс Сайбудинович. Их много, до 3000 ребят мы потеряли на этом пути. Мы потеряли и своего первого президента, Далгазу Толбалдуэтсюля. Но знамя Газавата, которое он поднял, высоко над головой поднял его сын. И мы уверенно двигались по мирному пути. Нам в этом помог Всевышний Аллах. На встрече наградили общественных деятелей республики и вручили благодарственные письма, подарки и цветы. А перед гостями выступили дети с ОВЗ, которым передали подарки от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Процесс отмены режима контртеррористической операции, он стал возможным благодаря усилиям и настойчивости главы нашей республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Да, были очень серьезные препятствия, да, были силы, кровно заинтересованные в сохранении этого режима, но талант и сила нашего главы возобладали и контртеррористическую операцию отменили. И сегодня еще раз хочется поздравить нас всех с этим светлым весенним днем, когда осуществилась мечта нашего народа.
Волонтеры из мусульманской и христианской общин Палестины вместе помогают нуждающимся. А в Германии прервали футбольный матч для разговения защитника местной команды. Об этих и других новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Исламская экономическая составляющая Малайзии дает право вынести страну на первое место. Она решительно опередила Саудовскую Аравию, заняв высшие баллы с точки зрения халяльных продуктов, исламских финансов и средств массовой информации. Малайзия также вошла в десятку лучших стран по фармпрепаратам, скромной моде и косметике. Волонтеры из мусульманской и христианской общин Палестины вместе помогают нуждающимся. Объединившись, они готовят еду, занимаются раздачей продуктов, помогают по дому старикам и инвалидам. Тем самым активисты подают яркий пример сплоченности и гармонии среди представителей различных конфессий. Инициативу высоко оценили в обществе. Футбольный матч в Германии прервали для разговения защитника местной команды. Арбитр приостановил игру, чтобы Мухаммед Семикан смог перекусить и помолиться. Благородный поступок оценили в мусульманском сообществе и не только, где остались крайне тронутыми данным решением судьи. Неизвестный мужчина в штате Техас напал на мусульманку во время пробежки и с силой сорвал с нее платок. Мусульманские правозащитники США требуют тщательного расследования от властей. Подобный случай не первый в этом регионе. Преступления, совершенные на почве ненависти к религии, становятся частым явлением. Барабанщики Рамадана, которые будут верующих на сухур, исчезают во всем мусульманском мире. Но только не в Сирии. Примерно за час до призыва к молитве барабанщики, известные как мусахарати, ходят по узким улочкам, чтобы разбудить верующих. Среди них 60-летний Хасан Аль-Рашид. Несмотря на то, что местность, в которой он проживает, разрушена, а экономика находится в упадке, он сохранил старинную традицию ради довольства Всевышнего. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Уже с 1 мая начнутся выплаты семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет. В эту категорию входят семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Написав заявление, семья получит выплаты за 2 месяца. От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты 50%. В среднем по стране это получается 6150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначит в размере 70% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в размере 100%. В мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова прошла первая персональная выставка современной каллиграфии «Слова и смыслы». Автор работ – председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов. Посетители смогли увидеть больше 100 картин, посвященных священному Корану и прекрасным именам Аллаха. Ознакомилась с экспонатами наш корреспондент Седа Хасиева. Более 100 картин выполнены в стиле арабской каллиграфии. Персональная выставка работ Исмаила Денильханова – реализация его давней мечты обучиться этому старинному виду искусства. Сейчас он доводит мастерство до совершенства. Помимо картин, посвященных прекрасным именам Аллаха, автор пишет картины, иллюстрируя красоту самой арабской письменности. Как, например, здесь изображена буква из арабского алфавита. Арабская каллиграфия – это искусство, выражающее в себе гармонию и изящество. Именно этим, по словам автора, она и затянула его, а большинство работ он посвятил Корану. Каллиграфией интересовался он давно, хотя занимаясь им буквально недавно, больше года, наверное. Когда уже углубленно начал изучать саму философию каллиграфии, то начал искать уже мастера. Нашел мастера в интернете, одного в Москве, другого в Дамаске. Начал посредством социальных сетей переписываться, брать уроки дополнительные. Первое время учился писать на масле, на холсте. На церемонии открытия выставки много посетителей. Каждый из них видит в картинах что-то свое. С одной стороны, вот это вот лаконичность линий, с другой стороны, интересное сочетание красок. Я думаю, что Исмаил нам подробнее расскажет обо всем этом. Но я для себя вижу, что Исмаил для меня, по крайней мере, точно открыл новый мир. Не только для меня, для всех нас он открыл новый мир художественного выражения, за что его стоит, я не знаю, мне кажется, достаточно всей республике поблагодарить. Здесь не только те, кто лично знаком с Денильхановым. Студенты и преподаватели колледжа, которые находятся недалеко от выставки, тоже не остались в стороне. Я считаю, что для студентов очень важно
знакомиться с культурой Ближнего Востока, с каллиграфией, с различными видами живописи, для того, чтобы культурно просвещаться и развиваться в духовном плане. Выражая благодарность всем посетителям выставки, автор призывает присмотреться к искусству каллиграфии, особенно молодежь. По его словам, это затягивает и развивает. Седа Хасиева, Арбит Чакаев, Ислам Али Султанов. Неделя. В Гудермесе прошел районный конкурс на лучшее знание последнего джуза священного Корана. В нем приняли участие 17 учеников медресе. В очередной раз поддержку оказал региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. 13 участников с примечетных медресе Гудермеса. Все они показывают знания священного Корана. Каждый нацелен победить и показать свою грамотность в чтении священных сур. Участники соревнуются на знание последнего 30-го джуза. Это значит, что нужно знать наизусть 36 сур священного Корана. Оценивают юных мутаалимов хафизы из медресе имени Ташу Хаджи Аль-Индари. Главный критерий – соблюдение правил таджвида. С этим участники не испытывают проблем. По итогам конкурса победу одержала Пятимат Шахидова. Она получила призы в виде священного мусхафа и 30 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Денежное вознаграждение получили и другие призеры конкурса. Организовали конкурс для мутаалимов духовенства Гудермесского района. Они поблагодарили фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова за финансовую поддержку. Мухаммад Жумалел, Имран Абазаев, Асан Исхаев. Неделя. 9 семей из Чеченской Республики получили новое жилье. В священный месяц Рамадан такой подарок им преподнес региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Дома полностью обустроены. В них есть мебель, бытовая техника и все, что необходимо для комфортной жизни. В гостях у новоселов побывал Абдуллах Батаев. Долгие 5 лет Хасан Истамулов вместе с семьей жил в чужом доме. Построить собственный у него не было возможности. Подарок в виде нового жилья Истамуловым преподнес региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Хасан Истамулов большую часть жизни посвятил религии. Он прошел практику в Центре исламской медицины и работает богословом-целителем в своем селе. Говорит, что постройка собственного дома оставалась мечтой, которую он не мог исполнить своими силами. Новое жилье обустроено всем необходимым. Здесь 5 просторных комнат. Сразу после открытия занесли и мебель. малоимущим, по остро нуждающимся, он дук сада, кондир до нас дека, мы сознех до, мы сара инсталляция хитси сюк бош, аж бу баркалш, ал бош, ишь нахдо баркалш бош ток до, мы сара. Новый дом семьи Истамуловых расположен на улице имени Аймани Кадыровой. Это целый поселок из 17 дворов, построенных региональным общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова. Теперь у местных жителей новые соседи. Новый дом от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова получила и семья Идельгириевых. Их сын Салман работал в правоохранительных органах и трагически погиб, исполняя служебные обязанности. Передать ключи и документы и поздравить новоселов приехали заместитель председателя правительства Чеченской Республики Абдулкерим Идилов, глава Курчалоевского района Асламбек Ирасханов и другие.
юдинцинуш доша мосо аур условишеш каждый из хозяина хата хоч он мудиз мундале аз енобош иштум лилош иштум санаш оскипар хусмашеш оскипар санаш дохшие хомича пачак давах чвайш ишт دق سانش سنة متى عادات للرئيس خليل دال ديكنز بيقام بويل دال بركتي يولر خصمش يولجان. Новый дом семьи Эдельгериевых большой, просторный и со всеми удобствами. В нем 3 комнаты, кухня и ванна. Расставлена новая мебель. رمضان دين عمد حجينا جنان أيماننا إشت إدوك قدق دوشتو هو بالخ خز كيرتكو يوين رتون دوك صوت دوك تاردين. Всего в этот день в Чеченской Республике новое жилье получили 9 семей. Благодаря региональному общественному фонду имени Ахмата Хаджи Кадырова они смогут встретить праздник Ид-аль-Фитр в лучших условиях. Абдулла Батаев, Моусар Даудов и Ислам Али Султанов. Неделя. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Адик Йойл.